Не, далеко вглубь леса не будем заходить. Встретимся с ним, блин, мало не покажется. Айда. И вот такой отчетливый, свежий след. Вроде все ништяк получается. Все ништяк, уже гну вот эти гвозди с внутренней стороны. Так, вот это я заделал, в принципе, нормально. Но с нижней стороны я гвозди прибил. Но там одна труха. Можно считать, гвозди вон, хоть вытаскивай. И сюда, в этой части надо какую-нибудь палку или, я не знаю, какой-то брусок. И сейчас что-то не придумаю, ну, чтобы было куда гвозди, ну, было куда, чтобы гвоздь прибить. Здесь одна труха. Сюда надо какую-нибудь подставку. Или я не знаю, от чего вот это все сгнило у меня. Это, наверное, блин, вот прокладку я ставил вот здесь, вот в этих местах. И я смазывал литолом. Я думаю, от литола все это гнили идет. Ни в коем разе, наверное, нельзя литолом мазать. Потому что я не знаю, что думать. Сейчас я сделаю какую-нибудь палку где-нибудь найти, в принципе, в лесу возьму. Скажем, из этой рябины что-то, какой-нибудь брусок хотя бы, ну, прямо, чтобы прямая была палка. Блин, рейки нету. Избушку опять идти вон со стороны как выглядит. Так, надо мне черпалку. Так, вот такая черемуха у меня. Черемуху я срубил этим ножом, ошкурил и немножко хоть подогнал, как-то более-менее, чуть-чуть изгибом, но думаю, получится. И вот сюда будем прибивать. Так, как-то еще надо зажать. Так. О, хорошо. Потянуло. Все нормально. Так, все гвозди так буду прибивать. Ага. Вот то, что надо. Рейки нету. Приходится вот так из подручных материалов делать все. Так. Вот. Сейчас уже точно гвозди не выйдут. Хорошо. Все хорошо. Так. Кругом шиповники. Кругом шиповники. Чуть-чуть надо подлиннее, чтобы были гвозди. Еще дополнительно надо. Видели? Все получается. Было бы желание. Все прослужит нам еще. Ох, блин. Я в пустоту пошла. Но ничего страшного. Так. Еще пару гвоздей, наверное, подлиннее прибью и все ништяк. Все, оставляем. Все получилось, в принципе. В принципе, заделали эту лодку. Надеюсь, видно, вон. Заделали, сейчас уже будем красить. Красить такая краска сиреневая. Остатки дома оставалось. Сейчас еще
Немножко загнуть там. Если сетями рыбачить там, то, конечно, будет сейчас зацеплять. Все. Сейчас еще покраску и сваливать надо. Это тучи собираются. И главное, комаров пока мало, но прилетают там они как штучные и как воробьи. Большие, вон. Не знаю, в кадр попал, нет. Все время что-то слышит и слышит. Фу, аж холодок иногда бывает. Пройдет, блять, думаешь, медведь там или еще кто. А ружья-то нету. Какие-то зверьки, видимо, ходят, блядь. Страшновато бывает без ружья. Вот ради этого и собаку всегда с собой беру, хоть знак даст или еще. Ну, комары, вон, смотри, появляются, вон они. Настоящие воробьи. Ну, я и стараюсь, как бы, до тепла, до потепла. Нет, кто-то там есть. Ты не пугай, заколебала еда. Фу! Бля, кто же там, ё-моё. У меня оружия ничего нету. Иди снимать. Медведи тоже может быть. Ай. Хоть погреметь. Может лось и хрен его знает. Всегда она так, когда зверь какой-то. В прошлом году медведя так учуяла. И лося также видели. Достал. Так, ладно, сейчас. Вроде никого. Но слышит, он слышит. Где-то отходит, наверное, кто-то. Камеру пока так оставлю. В принципе, мы здесь шумим. Шумим тут. И запах краски. Все есть. Будем надеяться, что без приключений обойдется. Ладно, пока выключаю. Там чуть дальше озеро. Может, блин, возле озера там лоси или еще какой зверь. Фу, блядь. Что за фигня? Где-то вот все время тут что-то чует. И следы копыт, как будто я вижу. Достала и да, пугать меня она. Кто там? Мы тоже из них испугливых. Блин. Смотри, тут это таким макаром медведи ворошатно. Фу. Не, далеко вглубь леса не будем заходить. Встретимся с ним, блин, мало не покажется. Айда. Кто там?
Нет, выйдет, поснимаем. А заходить туда не будем. Ну нахрен. Действительно, может, блин, медведь. Фу. Но это 100% какой-то зверь был. Я не говорил, что именно медведь. Могут быть и лоси. Но таким именно вот зверей она так лает. Возле меня крутится и настороженно лает. Все готово. С наружной стороны покрасил. Там, где сгнило, там заделали. И, наверное, я все-таки схожу. Что за шум, что за шума, драки не было. Чуть-чуть страшно, но надо сходить все равно. Мне интересно. Кто тут? Мам, фу, давай. Куда надо? Где он? Где наш? Тот, кто пугал нас. Давай пойдем посмотрим. Так. Как будто я тоже вот шорох какой-то услышал. Вон тут лягушка, вон смотри. Лягушка дохлая. Дохлая лягушка. Так. Вроде все спокойно. Так. Что он, блин? Кого он так лаял? Кого он так лаял, интересно? Так. И говорил, здесь озеро, может за озером какие-то звуки были. Следов каких-то тоже. Следов не вижу копытных. Странно. Странно. Никого же нет, ё-моё. Одни лягушки тут. Куча лягушек. Может за озером там. Сейчас еще здесь пройдемся. Просто так айда никогда не лает. Если лает, значит кто-то там есть. Это проверено 100% уже. Фу. Так. Кого же он лаял-то тут? Следов вроде не вижу никого. Ничьи следы тут нету. Лягушки. Тут тоже вот все перетоптано. Непонятно кем. Непонятно кем. Ладно. Нет так нет. Но чуть-чуть испуг, конечно, был у меня тоже. Чуть-чуть я испугался, когда как начал лаять там. Ну и ладно, все спокойно, и то хорошо. Вроде никого. Может за этим озером кто-то ходит там. Не знаю. Так, где пройти-то нам? Ай да. Так, по этому бревну перейдем. Так. Нету никого. Это хорошо. Это хорошо.
Звери, птицы пусть к нам осенью, чтобы осенью к нам пришли, а сейчас они нам не нужны. Пусть нас не пугают. Так. Так, что-то я нашел. Смотрите. Следы. Здесь лось. Это по насту, наверное, ходил. По насту, ну, ранней весной, то есть. Уже весной. Но не свежий. Вон сейчас я кожуру дернул, и она зеленая. Чуть-чуть зеленая. Это уже как бы оранжевая становится, но коричневая. Это уже не свежая. Это весной, наверное, ходили. Вон. Вот следы. Вот следы. Видимо, какой-то лось еще ходит, бродит. Ну и ладно. Так. Все, ладно, я пошел. Пошел, короче, обратно к лодке. Встретимся в избушке потом. Я же говорил, что Айда не ошибается. Вот, ребятушки. Следы, не знаю, или росомаха, или медведь. Но не крупный. Вон моя ладонь. И не очень крупный. Может, росомаха? Я думаю, что это росомаха. На медведя вроде не похож. Фу. Возле речки оказался она. Возле речки, да. И вот такой отчетливый, свежий след. И вот еще следы. Это следы лосей. Лоси вон. Фу. Мы были там, в той стороне. Перешли озеро, обошли озеро и... Фу, блин, все трясет меня. Обошли озеро и вышли к речке. И вон. Я же говорил, что Айда не ошибается. Это факт. Он слышал. И вот лоси, наверное, от нас вот перешли. И за ними пошла росомаха тоже вот. Фу. Ну, ребятки, это, конечно, не шутка. И я думаю, лось может с теленком или один. Непонятно. Ну, вот следы вон лапа. Лапы такие. Но это не медведь. Это 100% не медведь. Это какой-то другой зверь. И вот еще лосиные следы. Вот лосиные следы кругом. Вот свежие. Вот от нас, наверное, и, в принципе, они ушли. Мы там громко шумели. И вот следы. Перешли речку и пошли на север. Да это же хорошо, что в лесу еще звери какие-то есть, животные. Все, дальше не будем идти, ну нахрен. Кто его знает, что там. Ну, везде следы. И вон чувствует он, видели? Свежие. Запах она чувствует. Айда не зверевая собака, но все равно как бы знак мне всегда дает. Вон следы. Вон. Видите? Вот это копытные, это лоси тут. Лоси бегают. Но это миграция. Я уже не раз говорил. Здесь мигрируют. Они все лето здесь тусуются. Может, кормовая база для них хорошая здесь. А осенью уже придешь на охоту, они уже начинают уходить. Кто же это? Если знает, кто он следы, напишите в комментариях. Такие пальчики и ногтей нету вон. Я ногтей не вижу. Как я думаю, это росомаха. Я росомаху еще как бы не ловил, но примерно я думаю, что это росомаха.
фотографию тоже сделать. Главное снимаю и фотографирую. И получается вот такая лапа, вот смотрите, вот лапа отчетливо все. И вот так есть здесь, где-то сантиметров 3, чуть подальше, вон, дырочки такие. Может это когти там, может быть и когти даже. Хрен его знает это кто. А вдруг может медведь. Вон, чуть дальше, сантиметра 3. И по всему следу так идет. Он как-то наступает, и я думаю, может быть и когти. И нам надо когти рвать отсюда. Они сейчас голодные, эти зверюшки-то. Еды мало. Поблуждали, убедились, что к нам подходил зверь. Сейчас уже возвращаемся домой. И решил еще зайти поглубже в тайгу. Посмотреть, как там ягоды там будут или не будут. Черника. Начну вот с черники. Кусты. В принципе, тут их мало, практически нету. На другое место надо сходить посмотреть на. Все равно. Вон они. Вот это черника. И только вот 10 июня и только начинают листья выходить. Листья, и там тоже цветок. Вон там. Непонятно еще, что там. Практически не видно. Нам надо тепло, чтобы было. Будет потепление, будут ягоды. Сейчас пока ничего. Но главное, время от времени такие звуки издаю. Шумлю вообще. Дай Боже, выскочит он. Хоть маленький, но все равно он зверь. Медведь или росомаха. Непонятно, кто там. Вот тут уже, конечно, больше этих черники, но только вот начинают. Все запоздало в этом году. О бруснике там и разговора нету. Ничего еще непонятно. Черника и то только что начинают там только листья выходить. Фу. Так. В принципе, нормально от избушки отошли. Подышим хоть свежим воздухом, лесным воздухом. Это вроде пока ведет себя спокойно. Тоже тут муравейник вроде не тронутый. Так. Вот такой поход у нас. Вечерняя зорька уже вечереет. Сейчас уже надо дойти до избушки и, как сказать, дойти до избушки и дрова еще заготовить надо. Там запас дров вообще нету. Может быть, завтра дожди начнутся. И чтобы дровишка хоть немножко было сухих. Посмотрим, как дойдем до избушки. Опять
Тайга такая, блин. Но здесь хоть сосны. По сосняку идти намного веселее. Когда в ельник заходишь, там вообще тьма. Фу, блин. Ну, черники вообще пока ничего нету. В это время уже все цветет. А пока все запоздало так. Фу, ладно, выключаю. Включимся в избушке уже. Мы уже на избушке. Немножко напилили дров. И я кормлю собаку. Варить пока ей ничего не стал. Просто хлеб даю и все. Тут полбуханки оставалось. У охотников черствый хлеб вон. И у меня еще в амбаре, там тоже, оказывается, целая буханка оставалась. Зимой приезжал, и, видимо, там у меня оставалось, ну, целая буханка, в общем, тоже сухой хлеб, черствый. Сейчас вот полбуханки дам, и наестся она. Ну вот, еще. Это съешь? Айда, Энмон. Ты смотри, сейчас спрячет. Лок, Энмон. Если б знал, не дал. Ты смотри, вон. Энмон, айда. Ну, наелась уже она, все. Запасливая, вон, смотри. Прячет. Надо посмотреть, куда она спрячет. Ага, вот. Я отберу у нее. Потому что сейчас она спрячет и опять будет просить у меня. Айда. Лок. Энмон. Место не находит. Лок щой. Лок. Айда. Вот все равно ей надо спрятать. Вон, смотри. Вон. Сейчас прячет она. Он копает. Сейчас выкопает там яму. Выкопает и... Я отберу у тебя. Это бесполезно, ты спрятала. Потом вот опять придет, ко мне подойдет, жалобное лицо сделает, как будто она голодная. А хотя вон, смотри, четверть буханки там было. А все. Свое дело сделала. Нет, нифига, я украду тебя. Так дело не пойдет. О, блин. Куда она спрятала-то? Ничего, нормальный ход. А, вон она, вон. Вон хлеба. Нашел. Ты смотри, вон, какой кусок из спрятал, не ест. Куда-нибудь на полку положу и чуть позже отдам. Все равно ты спрячешь и не ешь потом. Нафига так делать? Я вот сюда тоже спрячу от тебя. Бураще там это нет. Не знаю, понимает, нет. Все время я на камеру с ней по-русски говорю. Все, сейчас буду готовить ужин. Я растопил печку. Ну, не видно он. Жар идет, а без дыма там. В общем, там уже у меня чайник стоит. Сейчас сделаю еще суп, сварю суп, и чтобы поужинать, и завтра налегке, скажем, быстренько на газу нагреть суп и позавтракать, и дальше дела свои делать. А пока, наверное, сейчас я буду ужин готовить. Чайник вон тут у меня стоит. Я думал уже на печке. Надо вынести на печку. Вон.
Хорошо. Аж гремит, топится. Всё, уже нагрелась, там плита нагрелась. Быстренько надо суп сварить. Ну что, для отдыха у меня уже все готово. Я постелил постель. Вон там на завтра заготовил дрова. И сейчас буду ужинать. Сварил. Айда гуляет. Айда. Отдал хлеб и все равно половину куска отдал и все равно спрятала. Спрятала вон за те пеньки под пенек так вырыла, но пускай там лежит. Сварил вот такой супец. Классическим я называю. Классический. Пачковый суп. Не жалея там тушенку туда наложил. Самодельная тушенка, о чем я говорил. И сейчас буду ужинать. Ужинать и спать, отдыхать вообще. Он какой наваристый суп. Еще что хотел. Я днем, когда рассказывал, что я брал из еды там, я забыл еще сказать про молоко. Я еще молоко взял с собой. Литр молока у соседей там. У соседей не покупное, а у соседей берем. И у них, конечно, намного лучше молоко. Жирное и вкусное, натуральное. Я из этого молока... Ой, блин, где оно у меня? Вот. Вот оно. Вот это молоко, о чем говорил. Литр. Полторашка. А здесь у меня литр молока. И завтра, может, на завтрак у меня еще суп будет, да, и я думаю, до обеда мне это хватит. Так, хочется много пить, а так, чтобы поесть, не так хочется есть, в общем. И завтра еще сварю гречневую кашу на молоке. Такая не густая, а жидкая кашу я люблю кушать. У меня осталось для записи где-то 2 с лишним часа. Я половину карты памяти за один день я истратил вообще. Ну вот видели, сколько там на ходу там снимал, там и после того, как приехал. Не знаю, как дальше буду снимать. Буду намного больше экономить. В общем, буду меньше снимать, может. Там не буду снимать, как хожу, что делаю. А в конце дела я, может, буду говорить за целый день, во что я сделал или еще. Не знаю, или я думаю, надо к осени прикупить еще одну карту памяти. Это 64 гигабайта, это мало. Угу. Вкусно. Вкусный суп. Получается, тоже показывал, вот из этой пачковой суп куриный, звездочки. Мне вот, лично мне очень нравится. Надо тоже прикупить. Бывает там партии попадаются, вот один раз в магазине беру, там соленая, пачка соленая, не надо даже солить. Иногда бывает, что недосоленные. Разные тоже партии, так что не угадаешь, какой вкус. Вкус тоже бывает разные. Но соль точно может быть пересоленная или наоборот недосоленная. Ну все, я сейчас буду ужинать и в общем отдыхать. Я больше сегодня никуда не пойду. Сейчас где-то 14 градусов. И уже пора спать, отдыхать. В общем, все. Ой, 10:30, я уже засыпаю, и Айда опять лает. Но это хороший лай, я слышу.
звук. Меня, айда. Кого там увидела-то? Куда ты хоть смотришь? На дерево вроде смотрит. Ну, вот не спится ей. А полным ходом уже засыпал. Потом услышал, как она лает. Коротенький лай такой. Ну, она или белка, может, кто? Может, горностай, может, белка. Айда. Айда. Лок. 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 Лок тача. Иди домой. Айда. Лок. Определить можно сразу, конечно. По голосу собака там или зверя лает, или боровую дичь, или кто-то еще. Днем, конечно, сразу я понял, что это зверь. И это не первый раз уже. И она, когда зверь подходит, она возле меня. Она возле меня сперва придет прямо рядом. Но это видно, неуверенно так лает. Сама так еще не уверена. Иди, заколебал. Лак. Я думаю, выйду сейчас послушаю. Где-то может какой-то мурлычет медведь или еще. Ну ладно, пусть балуется, я дальше пойду спать. Лак. Лак, лак, лак. Молодец, 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 работает моя, работает, работает. На мон, все, фу. Ой, у нас светло еще, и ночью уже, можно сказать, не темнеют. Белые ночи начали, уйти, грязная ты такая, вон какая-то грязная, да? Не надо лаять, иди отдыхай. Давай спать, Айда. Надо спать. Набраться сил. Посмотрим, может завтра дождя еще не будет. Ой. А я спать.